Соглашение о взаимодействии сегодня подписали руководители Главного управления МЧС России по Коми и Управления транспортной полиции по региону. Совместная работа увеличит количество нарядов на воде, и это повысит безопасность граждан. О помощи спасателям Анастасия Тюрнина. Этот репортаж мы готовили к эфиру еще осенью 2018-го. Ижма еще открыта, и желающих поплавать на лодках там предостаточно. Вот и вчера несколько местных вышли на реку. Злостных нарушителей встретили инспекторы ГИМС. Они предупредили о шугоходе и напомнили об опасности осеннего льда. Толщина должна быть не менее 10 сантиметров, которая может выдержать вес человека. Тогда государственные инспекторы группы патрульной службы Сыктывкара выехали в рейд в северные районы Коми. А в этот с сотрудниками ГИМС наша съемочная группа отправилась спустя год. Инспекторы по маломерным судам проверили тогда наличие документов на водный транспорт. Ходили мы по маршруту вверх по течению до устья реки Сысола, затем вниз по течению до села Усть-Пожек. По пути следования нам встретилось 8 маломерных судов. На 4 судах документы присутствовали, то есть документы, подтверждающие право пользования, владения, распоряжения. На одном из маломерных судов документов не было, но человек предъявил на берегу. В различные рейды сотрудники ГИМС выходят регулярно, круглый год. Чаще это профилактическая работа, чтобы предупредить происшествия. Но и злостных нарушителей приходится наказывать. Теперь на помощь спасателям придут сотрудники транспортной полиции Коми. Старт этому – соглашение сторон. Соглашение подразумевает под собой организацию взаимодействия по безопасности людей, в основном на водных объектах, на водных артериях Республики Коми. Это взаимное совместное патрулирование сотрудников полиции и сотрудников Государственной инспекции по маломерным судам по выявлению правонарушений, связанных с нарушением законодательства. Это оказание помощи в дежурстве по сохранению, как уже было сказано, наших биоресурсов, которые на территории добываются незаконным образом на территории республики. Но прежде всего безопасность граждан на водных объектах. Совместная работа МЧС и транспортной полиции усилит профилактику правонарушений. А значит, и происшествий станет меньше. Совместная работа, она направлена в основном на профилактику происшествий, которые могут случаться. Граждане, которые будут видеть совместные наряды, в частности на водных объектах, в любом случае будут задумываться о возможной противоправности своих деяний. И в любом случае это будет направлено на стабилизацию нормальной обстановки, в частности на водных объектах. Соглашение между ведомствами заключается впервые. Примечательно, что подписание состоялось в День сотрудников органов внутренних дел. И так отмечают участники церемонии, это символично. Ведь направлен документ на всестороннее взаимодействие, будь то обеспечение безопасности жителей региона на водных объектах или пресечение противоправной деятельности по пользованию маломерными судами. Анастасия Тюрнина, Иван Богомолов, телеканал Юрган.